Первым делом наведываемся в пищеблок Троицкой школы номер 3. Изменения налицо. Кухонное оборудование для хранения и приготовления еды для учащихся. Установлены разделочные и раздаточные столы. Стоят холодильные и морозильные камеры. Из всего штата сотрудников здесь пока одна Алимат Албакова. Повар, кстати, согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям, в белом халате, в перчатках и в медицинской маске. Сейчас я маркировку делаю. Так-то мы готовимся сейчас. Нам должны привезти оборудование, вот наше оборудование, печка, вот столы подписанные. Там у нас кладовая для сыпучих, для овощей тоже разные вот две. А вот это плита, да? Вот это, да, газовая плита. А вытяжка там функционирует нормально? Очень хорошо, да, нормально. Ну, у нас все новое. А холодильник у вас есть? Холодильник вот у нас еще мы подключили 2 холодильника и вот морозильная камера. Ну а хватит? Да, хватает, да. Школа открыта в 1999 году. С 1 сентября здесь начнут и продолжат обучение в 2 смены около 430 детей, 222 из которых учащиеся начальных классов. Обеспечить последних горячим питанием задача стояла не из легких, вспоминает руководство школы. До строительства здесь пищеблока еду для детей привозили из других общеобразовательных учреждений. Сейчас все трудности позади. 60 посадочных мест предусмотрены для юных посетителей. Со дня открытия школы у нас не было пищеблока. У нас здание школьное приспособленное. Из-за нехватки школ вынуждены были приспособить это здание. Нам было очень сложно, потому что наши дети после 2-3 урока, когда они хотят что-то перекусить или что-то подпитаться, у нас не было этой возможности. В прошлом году, после того, как ввели горячее питание обязательное, нам крышу готовили в 4-й школе и привозили. Каждый раз нашим работникам приходилось ездить в 4-ю школу, готовить там и оттуда привозить. В начальном звене у нас обучается 222 обучающихся. И нам достаточно данного пищеблока для того, чтобы наши дети могли питаться горячим питанием. Не могли обойти вниманием и меню школьной столовой. Оно цикличное, двухнедельное, сбалансированное, включает в себя завтрак и обед. Согласно Санпину, калорийность питания для младших школьников в течение суток должна составлять 2350 килокалорий. Утром у нас каша идет 205 грамм каши, там хлеб с маслом, бутерброд у нас с сыром. Бывает яйцо, бывает что у нас, или компот, или кофе. Не кофе, а какао бывает. В обед у нас тоже разные бывают. Бывает и плов, бывает и рыба, котлеты, гуляш, вот так вот. Разнообразие у нас на обед идет. Вот тоже у них рыба примерно вот здесь 75 граммов, картофельное пюре 150, компот 200 граммов, хлеб 100 и салат обязательно должен быть. Или капустный, или же нарезка свежая, или же свекольный, морковный, вот такие у нас салаты бывают. Я понимаю, с расчетом, да, вот витаминов необходимых. Да. Новым пищеблоком может теперь похвастаться и Сунжинская основная 2-я школа. Здесь также из-за отсутствия столовой к главному корпусу здания пристроили новый блок. 70 посадочных мест. Стены красиво оформлены. Внутри чистота и порядок. Роза Евлоева показывает пищеблок. За исключением мелочей установлено кухонное оборудование. Принять и накормить детишек готовы и здесь. В связи с тем, что нет условий для приготовления, был произведен подвоз готовой продукции в течение всего прошлого учебного года. И вот сейчас этот вопрос решен. У нас сегодня на данный момент на 70 посадочных мест есть возможность питаться нашим детишкам уже на базе нашей школы. Обеспечить горячим питанием учащихся начальных классов. Такая задача была поставлена президентом России в прошлогоднем послании Федеральному собранию. С сентября 2020 года в около 40 тысяч школах более 7 миллионов учащихся младших классов получают горячее питание. В 2021 году федеральный бюджет на эти цели выделил более 59 миллиардов рублей. Мониторинг и контроль за ситуацией по организации горячего питания ведут федеральные, региональные и муниципальные власти. Адам Мережков, Акрамат Дасхоев. Новости 24.